День медицинского работника в России в этом году выпал на 19 июня. Сегодня представители самой гуманной и благородной профессии продолжили принимать поздравления. Ангелы в белых халатах, настоящие герои, постоянно совершенствующиеся профессионалы и еще много комплиментов прозвучало со сцен Чувашской государственной филармонии сегодня в адрес врачей и медработников, которые ненадолго сняли белые халаты. Павел Святочевский – нейрохирург. Уже 25 лет лечит людей. В профессию пришел, потому что было огромное желание помогать другим. За многолетний добросовестный труд в области здравоохранения сегодня ему вручили благодарность Государственного совета Чувашии. Это моя работа, и я ее сам выбрал. Она мне нравится. Когда ты видишь, как выздоравливают твои пациенты, это самая лучшая награда для тебя. И, конечно же, сразу понятно, что твоя работа не напрасна. То есть то, что человеку стало лучше, это всегда награда. Любовь Яковлева в профессии 32 года. В 2011-м ее признали одним из лучших сельских врачей России в федеральном конкурсе. А сегодня доктор Среднетатмышской врачебной амбулатории получила почетное звание «Заслуженный врач Чувашской республики». Любовь Анатольевна говорит, что ответственность за здоровье пациентов передалась ей по наследству. Это моя мама с детских лет, 44 года. Она проработала фельдшером в моей деревне на Польной Котяке Канарского района. Она до сих пор жива, ей 86 лет. И она в полном здравии и уме. Больше 18 тысяч медработников стоят на страже здоровья жителей Чувашии. 5 тысяч из них врачи. Каждый выздоровевший человек в республике – дело их рук. Нам удалось войти в число лучших регионов по цифровизации отрасли, а также по снижению показателей младенческой смертности. Реализация проектов и программ, мобилизация ресурсов и рост финансирования отрасли позволили в условиях пандемии сохранить показатели ожидаемой продолжительности жизни на уровне 70 лет. За 2021 год в республике построено 54 фельдшерско-акушерских пункта, отремонтированы больницы, закуплено новое оборудование. Но все это будет лишь зданием, мертвым оборудованием, если их не будет оживлять человек. Человек, который обладает соответствующими знаниями, профессионально выполняет свою работу, а самое главное, любит не только профессию, но самое главное, любит саму жизнь и людей. Живет и творит добром в сердце и, естественно, готов порой на самопожертвование для того, чтобы оказать помощь другим.